Информационные итоги дня подводит программа «Новости». В студии Зураб Центроев. Здравствуйте. На какой стадии Шалинские высотки? По прогнозам специалистов, Шалинская мечеть войдет в число 20 самых больших святынь планеты. Последние новости с большой стройплощадки у Хавы Идиевой. Эвлия – проповедник, миротворец. Кунта Хаджи Кишиев, да будет возвышена его святость, стал примером для миллионов людей. Ему удалось обратить в ислам сотни тысяч неверующих. В этом году исполняется 230 лет со дня рождения Кунта Хаджи Кишиева. Они ждали этого дня 14 лет. Семья Медиговых получила дом от фонда имени Кадырова. Он посвятил свою жизнь распространению религиозных знаний. В этом году, 11 июля, исполняется 230 лет со дня рождения великого исламского ученого и проповедника Кунта Хаджи Кишиева. Эвлия призвал народы Кавказа отказаться от насилия и укреплять мир. Наша телекомпания начинает цикл видеоматериалов, посвященных жизни и деятельности устаза из Илсхан-Юрта. Продолжит наш корреспондент. Это сейчас его именем названы мечети и улицы самых разных городов мира. И даже единственный в стране Российский исламский университет носит имя великого устаза. Кунта Хаджи Кишиев, да будет возвышена его святость, стал примером для миллионов людей. Ему удалось обратить в ислам сотни тысяч неверующих. Однако жизненный путь Эвлия был полон испытаний. Детство устаза прошло в Илсхан-Юрте. Тогда мало кто догадывался, что один из сыновей Кишиева Кунта не по годам задумчивый и так любивший уединение. Впоследствии объединит верой тысячи горцев. Родившись в бедной семье и много работая, ему все-таки удается выучить арабский язык. А в возрасте примерно 20 лет он впервые отправляется в паломничество в Мекку. هوشو خلوة هو خلوة شو هاداش حس عبادتنا أول بقي شانش حدو يشتقوه هارتأ هو متى كيشي غار خيدار حبه كنشانها هو زيرتي بار معتقدين خلصانا هو تأشوها دنيا شو ولا أول شو حاجة شو عشان وقل شو ديها أولي ألسين عقو شو دال شو ديها يوم متى عشت هر ورده كان هو شو عبادتيش دل عمل يشا خويت شو خانه هو خلوة عياخن أول قاس На месте уединения Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, был построен зиярт. Каждый день сюда приезжают верующие из самых разных уголков страны. شادونيان شور ووش دوين ساعة ديل ولي ووش دونيان شو ينايز جيم ووش دوين ساعة ديل ولي غلر بالقل داقنا سيستر وقوش حاجسة قيش باقش أولا أشأ إشتا بوسو بدين تاعها بوسو بدين دقايقوش شاجين بردوش دوين ساعة ديل دينسا شيغر دقي كرامش قوشا دولش دين دقايقوش بوسو بدين يحناغ نسبش دين دولش متاعها دين كلا دوقش ديل ويزر تسانا ديل حاخور عقادري طريقته كرت وق أولاء والشاء ديل جرجر وق وليو إلسن وترحاج ديل قليل سيلسن. К моменту возвращения устаза на родину после хаджа многолетняя Кавказская война приближалась к своему завершению. Однако имам Шамиль не оставлял попыток мобилизировать горцев для продолжения борьбы с царизмом. Именно в этот период на политической арене Кавказа появляется Кунта Хаджи Кишиев, да будет возвышена его святость, призывающий народ прекратить войну и кровопролитие. Авторитет Эвлия стал расти среди населения, который так нуждался в передышке. Это не нравилось имаму Шамилю, который вскоре начинает преследование Эвлия. Шамиль призывал горцев сражаться с царской властью до победного конца, и каждый наиб, который отходил от него, он его подвергал репрессиям, а здесь Кунта Хаджи призывает к смирению, к терпению. Преследование Шамиля вынуждает Кунта Хаджи отправиться в очередное паломничество в Мекку. Вернуться на родину шейху удается только после пленения Шамиля царскими властями. Здесь он усиливает свою религиозную деятельность, осуждающую зло, насилие и призывающую к духовному совершенствованию. Вскоре Кунта Хаджи Кишиев, да будет возвышена его святость, приобретает большое количество последователей и особое почитание народа.
لردر أدم عالشتر أدم هلك تسدر أو خلصو ماشر نيق خلصو قيدوش بريسو آلا شميلك داريك بوصل خلق هلك دي داق بوخ شتات صندال اشتسبوه هوندال غازوت داق. Благодаря религиозной деятельности шейха в ислам были обращены целые народы. غلغة ويدش خينا حاتسر إيمان دليته صل حلقي إمام شميل شوز تأمس تيوان تأمس سارز يخويقنا حجد القيل سيلسون شيء وش موسر سنة ولش كزيق مريدي توبة يولش قدوق نهبوش نيسري ديلير بربا داقنا وغلغة شوانايز حجد القيل سيلسون سنة بعد ما قيتح داق شيء كرر جرزن جوعتي سوش دين قام إلسنة ترى حاجة كقول مات غلا إسلام دين شو دينا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بوشتوش تيشرن شو دين قام نستنا حاجة القيل سيلسون. Возрастающий авторитет устаза среди населения не мог не пугать царские власти, которые стали готовить почву для его ареста. Обосновывая план ареста, Кунт Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, и его последователей, начальник Терской области Ларис Меликов в своем донесении начальнику главного штаба Кавказской армии генерал-адъютанту Карцеву писал: Учение зикр направлением своим служит лучшим средством народного соединения, ожидающего только благоприятного времени для фанатического пробуждения отдохнувших сил. В Кавказской войне, по оценкам специалистов, погибло больше половины всего населения. Противостояние имама Шамиля и Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, как известно, закончилось вопреки человеческой логике. Имам Шамиль конец жизни провел в священной для мусульман Мекке, а Кунта Хаджи Кишиев, призывающий к смирению и миролюбию, был арестован и отправлен в вечную ссылку в Новгородскую губернию. В январе 1864 года Кунт Хаджи Кишиев, да будет возвышена его святость, его брат Мовсар и несколько последователей были арестованы. Вскоре император издает указ отправить устаза в ссылку в въездный город Устюжна Новгородской губернии. Его брата и остальных мюридов отправляют в ссылку в другие области. Таким образом, эвлия разлучают со своими соратниками. Царская власть видела в деятельности Кунта Хаджи видела опасность того, что через некоторое время вокруг него объединятся те горцы, которые оказывали сопротивление, но временно это сопротивление прекратили, но он может стать флагом, новым знаменем будущего мятежа, восстания против царской власти. Вот там в документах сказано так. Царских документов, в целях упреждения возможных восстаний, мятежей в будущем изолировать Кунта Хаджи и сослали его. Я подчеркиваю, но ни одного выстрела он в адрес царской власти не сделал. Из выписки Государственного архива Новгородской области за 1865 год следует. Чеченец Ших Кунти сослан по распоряжению его императорского высочества, наместника Кавказа, за распространение учения зикр. Время ссылки с 3 февраля 1865 года. Сослан без срока под гласный надзор. Проживает в Устюжне, постоянных занятий не имеет. Получает в месяц 1 рубль 80 копеек. Женат, жена живет на родине. В деле Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, которая хранится в Государственном архиве Новгородской области, отсутствует фотография. Сегодня существует множество изображений, принадлежащих якобы великому шейху, однако, по мнению духовенства региона, только одно из них можно считать подлинным. Сегодня Рамзан Кадыров и религиозные деятели Чечни проводят огромную работу, чтобы рассеять множество мифов, связанных с именем устаза. Цар елен долуштулхума, цар даржен долуштулхума, ярн дитуштаз, тесен дитуштаз, дейлас чауи нахуш. Тахана вайн, вайк хадиен долуштул, ина долуштул беркет. Иза тахан улуш вайн патчаха, ден да уйсу, Ильяс Хаджис махка вал улуш. Аха, цуошин устаз дуа ятса. Эшта дикшнех, дейл гергершнех, عادة تحليلهم دو إذا شاي أستاذ دع يتوش خلا سار شاي مريد أنا دع ديش خلا دع دق يتش خلا سان سين أستاذ دع يتي أس وسن دع عنك الوخصو وخشتل دوش دو دخش ليلش طريقة أهل نشوقه قطرية
أخشين أستاذ دعاء يتر قنش موخر دو أستاذ بهندروش مخكه والش ديوزله والش تيرستنا والش شين أستاذ ويزر شين ديوزلل شين يشوش لقره واتين سين أستاذ بأنا بالا بقربو سويا خلوه يوريق أسأل إذن أحد قارجر ويلش أتم داتس ديت أتلا داتس حاجة انت الحمد لله بواش دعوة نباتش وقلها حاجز موصلة فشو دعني سويش دنيا شو دعوة خير الدق دعاء بس دعاء نقلقات شرقين خليش مهات داخل النق شق بحق نقص وشين أستاذة تعني دعارة. Спустя 5 лет после ареста Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, его сестра Хапта пишет письмо с просьбой освободить брата Кунту Кишиева. Его императорскому высочеству, наместнику Кавказскому, жительнице аула Гуни Ичкерийского округа Хабаты. Прошение. Я, ниже сего палец приложившая, всеусерднейше прошу ваше императорское высочество о возвращении брата моего Кунта Кишиева, сосланного около 5 лет тому назад в Сибирь. К всему прошению Хабат, проживающая в ауле Гуни, палец приложила. Хапта Кишиева умерла в 1887 году, так и не дождавшись ответа со стороны царских властей. Сегодня в Чечне в память о ней и матери Кунты Хаджи Хеды построены зиярт, их именем названы улицы. Благодаря Кунту Хаджи Кишиеву, да будет возвышена его святость, удалось прекратить кровопролитие на Кавказе и обратить в ислам целые народы. Ежегодно в республику приезжают тысячи людей, чтобы почтить память своего устаза. Седа Сапаров, Магомед Мударов и Дани Хавхаров. Новости. Шали стал 4-м по счету городом высоток. Комплекс многоэтажных зданий уже возвышается над городскими кварталами. Кроме этого, в центре Шали строится уникальная мечеть на 30 тысяч молящихся. Она сочетает в себе несколько архитектурных стилей. На месте побывала Хава Идиева. Строительные работы по возведению современного высотного комплекса Шали-Сити продолжаются активными темпами. На сегодняшний день на объекте задействовано около 200 рабочих, которые трудятся с раннего утра и до позднего вечера. Строители уже завершили бетонные работы. Практически на всех зданиях установлены окна. Также проводят необходимые коммуникации. Общая площадь застройки данного комплекса составляет 12 гектаров. Строительные работы по возведению Шали-Сити начаты в 2014 году. В центральной части гостиница, которая будет напоминать национальную сторожевую башню. А слева и справа 3 небоскреба 12, 14 и 16 этажей. Также на территории комплекса строится и актовый зал. В данный момент купол у нас закрывается стеклом, купол. Сегодня витражи в домах уже закончено. Сейчас на днях композитчики должны приступить работать на домах. Жемчужиной проекта строители называют мечеть, которая будет носить имя главы региона Рамзана Кадырова. Жители города с нетерпением ждут ее открытия. По их словам, она коренным образом изменит облик города Шали, а также всей республики. اشتخص بيها دعوتي انت دير داس تبوش صوم حاجه جوا جوا لا مست هرمياج دي هربسوت ياش او خزخيتون رمزان اخماتويتش تصرغدولش هرمياج او دوزلادو سقوشيلر يا اخر خويون او خزخيتون ديكدو او سيخدين دال حربوش ساتيش دو تخون. Площадь застройки составляет более 5 гектаров. При возведении используют сразу 2 стиля – среднеазиатский и ближневосточный. 4 минарета имеют высоту 63 метра, а купольная высота составляет 43. По прогнозам специалистов, Шалинская мечеть войдет в число 20 самых больших святынь планеты. Одновременно в ней смогут помолиться до 20 тысяч верующих, а по стилю оформления она не будет иметь аналогов в мире. Хава Идиева, Адам Чекуев и Дани Хавхаров. Новости. Впрочем, мечеть строится и в селе Кошкильды. 13 июля прошлого года здесь заложили капсулу под молельный дом, а уже этой осенью планируют открытие. Что происходит на стройплощадке сегодня, расскажет Магомед Ламаркаев.
Начатая отделка 4 минаретов в мечети, которая будет носить имя шейха Юсупа Хаджи Байбатырова, как свидетельство о том, что строительство объекта близится к концу. На данный момент в ежедневном порядке здесь трудятся как минимум 150 рабочих. Возведение каркаса и подведение всех необходимых коммуникаций уже завершено. В настоящее время производится отделка святыни. دال جرج ده عندك مصر نبرولين على تشا مصر نبرولين يال جرج عندك بار مولا وقبل خش جا تشيك تجا بالبقوة مصر ما صار ماجي نبيش نال دولم دوشتو صار проблема. В работах задействованы лучшие специалисты в своем деле. Многие из них принимали участие в возведении многих подобных объектов. Например, Джамбулат Багаев. Вместе со своей бригадой каменщиков он участвовал в строительстве около 20 крупных мечетей республики. боевое настроение, рабочее настроение, это ардуало. Начальство массово холитуна. Вот объявишь бог одним словом. К работе относимся законно, дейлда, модеха, самодаса, дейлс, аду, дагардеш, а массово реза духаза. От души, как обычно, как своим работе. Условия ламаз и цара массово дать, одик условия. Я амала, условия алум даст. Напомним, капсула на строительство мечети была заложена в прошлом году 13 июля главой Чеченской Республики, где он, лично управляя экскаватором, вырыл первый котлован. Вместе с ним в торжественном мероприятии приняли участие многие известные богословы. Здесь же было отмечено, что шейх Юсуп Хаджи пользовался большим уважением мусульман не только у себя на родине, но и в Турции, где провел несколько лет в поисках знаний. Öyle en şehir dağışıldı, öyle en şehirlik bu teçin inkelloyiş möç anahvoy. Halak soberiş, hins kezi bu bahse bahse, delak bosmuş var, el buldu tutuldu. Sayur dağboş, boş kal dağboş, keci dağboş. Audu eli dak anku, hoş ise bu hiç inkelloyiş. Hins yüz paylık, ben doğan hoş, doğan dağlık var, hani yapıyor. خير عم داس شمس الديس عمل داشة سلسلة هيك يلصن حج شاوش يلصن دعوي إمام قوتين يتصوت يحسن يحيى ضعان غير بيت ضعان إيش يو ضعان يوس حجي مرج دين ضعان حيوش غير بيت ضعان حجي مرج دين حيوش أوش مرضو إيش حبيح كان بقى ضعان هنز مود سابوز كتوش أحزك يا ضعان أجوز أورمش الله علا العقوب عكسون يقول يا دون أجوز أورمش دون قرت بيستلج شلاب دعاء كندون أجوز أورمش دون قرت فراش تيلر دون شلاب تيلر سنخينا شي مريتشن يعبوش بالناخن كيرن بولشينا يوقعش حتى ليسيد هيس بيت بيلقلو تسخل ميجا دوشن ألدوش دونما شو ده فرز دين دون ليش hun işmez aldı hacı da muridin oldu hac kıyım oldu ok hacı yılsız hacı da ona denin da ustaz kalı yalnız bakala bir kadar zaman nasıl hangi hacı şu değil hacı şu şahede değil da sakla yamaru da o şey da şey ustazın no doğru dekseri yalış şey ustaz doğru diyorsun dahil da yaptı mesela inde doğru. Мечеть сама располагается на территории около 3 гектаров. По завершению строительства святыня одновременно может принимать более 3000 молящихся. Мечеть имени шейха Юсупа Хаджи строится рядом с федеральной автомобильной трассой М-29. Она соединяет Чечню с несколькими соседними республиками. Поэтому место расположения святыни удобно как для жителей села, так и для водителей, которые во время намаза оказались в пути. Особое внимание будет уделено и прилегающей территории. Согласно проекту, во дворе мечети появится парковая зона и автостоянка. Строительство святыни имени шейха Юсупа Хаджи в селении Кашкельды Гудермесского района финансирует региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Магомед Ламаркаев, Магомед Мударов и Луиза Юнусова. Новости. 14 лет они жили у родственников, пока фонд имени Кадырова не подарил им новый дом. Яха Хадизова, вдова сотрудника полиции, вместе с детьми переехала в современное жилье. Теперь они стали соседями бывших жителей Гушкорта, для которых в месяц Рамадан построили целый поселок в Шатойском районе.
Яха Хадисова осматривает свое новое жилье. Женщина вот уже 14 лет сама воспитывает 4 детей. Муж Яхи погиб от рук бандитов. С тех пор и до сегодняшнего дня семья была вынуждена проживать в доме, где условия оставляют желать лучшего. Многодетная вдова проживала в одном доме с родственниками мужа. 5 человек размещались в одной комнате площадью 25 квадратных метров. с лезалшки баш он был лезал швейцар цундельц терон швейцарта ниц бейцарак аллаулч дальше шаш тахан с лезала хастин был что дог кандодолч иматина дал елсман соват лойца. О тяжелом положении семьи узнал глава республики Рамзан Кадыров. По его поручению женщине вручили ключи от нового дома. Сейчас семья будет проживать в собственном доме, который обставлен всей необходимой мебелью. К просторному жилью подведены все коммуникации. Розана Самаева, Алаш Аздамиров. Новости. Отечественные производители завоевывают российский рынок меховых изделий. В Грозном в эти дни проходит выставка «Зимняя сказка». Шубы и манто привезли из Кирова. Местные предприятия специализируются на производстве зимней одежды. Качество представленных моделей оценила Лариса Джабраилова. Шубы в июле, на первый взгляд, не сезонный товар. Однако именно летом цены на эту продукцию значительно снижаются. Ярмарка-выставка «Зимняя сказка» начала свою работу в Грозном 5 июля. Меховые изделия из Кирова уже пользуются популярностью у горожан. Вот смотрите, у нас есть такие модельки по акции. Эти шубки, на них фиксированная цена 44 тысячи рублей. В принципе, недорого. Здесь есть не только шубы, но и меховые жилеты и дубленки. Все сырье только российского производства. Представлен широкий размерный ряд, благодаря чему любая модница с легкостью подберет нужную модель. У нас выставка настроена на среднестатистического покупателя. У нас очень много классических моделей, различная длина, с капюшонами, с воротниками. Поэтому мы удовлетворим любой вкус. И у нас очень доступные цены. В основном женщины обращают внимание на норковые шубы. Потому что это наше достояние, это наша гордость. Норковая шуба – это всегда красиво, это всегда модно и всегда в тренде. Кроме норки, здесь есть изделия из песца, мутона, кролика и нутрии. Их можно приобрести в рассрочку или оформить в кредит. Организаторы выставки уверены, эта коллекция никого не оставит равнодушным. Подобные выставки в Грозном проходят ежегодно. Инвестиционная и деловая привлекательность региона растет с каждым днем. Экономическая стабильность привлекает сюда предпринимателей не только со всей страны, но даже из-за рубежа. Лариса Джабраилова, Булат Баканаев, Луиза Инусова. Новости. А строительная база Музаев стала примером социально ответственного бизнеса. Компания оказала помощь Республиканскому детско-юношескому центру дополнительного образования. Для ремонта актового зала выделили кафель и клей. Теперь дело за малым. Слово нашему корреспонденту. В отличие от одноклассников, свои летние каникулы второклассница Амина Умхаева проводит в детско-юношеском центре. Помимо изготовления подделок, девочка занимается в танцевальном кружке. Из-за отсутствия помещения репетировать приходится прямо в коридоре одного из корпусов. У нас в центре очень много талантливых детей, которые хотят танцевать, петь. Так как у нас нет зала, поэтому приходится нам репетировать, как мы все видим, в коридоре. Это, конечно же, мешает нашим занятиям, так как проходят другие обучающиеся, которые очень мешают, отвлекаются дети во время репетиции. Вот это наш актовый зал. Он находится отдельно от учебного корпуса. Ну вот, наш актовый зал пока вот в таком состоянии. Надеемся, что теперь мы его отремонтируем и будем проводить здесь мероприятия. В советские годы на месте нынешнего детско-юношеского центра располагалось профессионально-техническое училище. В этом помещении находились цеха, где будущие сварщики, токари и фрезеровщики оттачивали свое мастерство. После военных действий помещения были восстановлены и переоборудованы в учебные классы. Однако вопрос появления актового зала даже спустя годы остается открытым. Дети должны выступать на сцене, у нас должен быть зрительский зал,
Без этого как бы наша работа не может строиться. Поэтому у нас это актуально, это наша проблема, и мы ее стараемся решить. В принципе, ремонт здесь уже проводился, у нас заменена крыша, поставлены новые окна, двери, штукатурены стены, но вот на этом пока, к сожалению, он остановился. Мы или идем к кому-то, просим зал, это нужно отвозить детей и следить за этим, за всем, или вот стараемся поместиться в наших маленьких помещениях. В центре обучаются порядка 1500 учащихся. Из них 30% слабовидящие и глухонемые. Ежегодно на базе центра проходит фестиваль инвалидов, где каждый ребенок себе и окружающим доказывает – инвалидность вовсе не приговор. Однако отсутствие актового зала серьезно сказывалось на организации праздника. После того, как о проблеме воспитанников центра узнала база Музаев, руководством было принято решение выделить строительные материалы для ремонта помещения. 300 квадрат. Плитка юкуза. Юцен клейду 150 мешок. Сотрудники центра признаются, полученные стройматериалы – еще один шаг на пути к мечте воспитанников центра. Совсем скоро ремонт актового зала завершится, а значит, проводить фестивали и собираться на собрания в коридоре ученикам и родителям больше не придется. Седа Сапарова, Хаважа Мунаев и Алаша Сдамиров. Новости. Ну а в управлении ФНС России по Чеченской Республике подвели итоги деятельности службы за первое полугодие 2016-го. Все плановые задания по поступлениям в региональные и местные бюджеты, как заявил руководитель управления, полностью выполнены. По итогам первого полугодия в консолидированный бюджет Чечни мобилизовано налогов и сборов на 400 миллионов рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что говорит о твердой тенденции роста по многим видам налогов и положительной динамике. Планы выполнены на 107,2%. Результаты очень хорошие по консолидированному бюджету. За первое полугодие обеспечено и выполнение плановых заданий, положительная динамика по поступлениям всех налогов и сборов в консолидированный бюджет Чеченской Республики. Мы определили те приоритетные направления, на которых нужно обратить особое внимание в течение третьего квартала. В частности, это противодействие по предприятиям, которые мигрируют. Продолжается второй этап летних тренировочных сборов футбольного клуба «Терек». Грозненская команда сыграет очередной контрольный матч на сборах в Австрии. Спарринг-партнером грозненцев выступит венгерский футбольный клуб «Халадаш». Напомню, накануне «Терек» в товарищеском поединке против литовской команды «Жальгирис» одержал победу со счетом 2-1. Пребывание подопечных Рашида Рахимова в Австрии продлится до 12 июля, после чего начнется третий этап летних сборов, который грозненская команда проведет уже в Италии. В Гудермесе состоялся молодежный турнир по ММА. В октагон вышли юные спортсмены из разных районов республики. Имена победителей знает Ислам Балиев. Несмотря на возраст бойцов, на ринге кипели совсем не детские страсти. Если посмотреть на участников турнира, то его смело можно назвать одним из самых юных в мире. В нем принимали участие молодые воспитанники бойцовского клуба «Ахмат», среди которых был и внук первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова Адам. В сегодняшних соревнованиях он провел 2 бескомпромиссных боя, по итогам которых занял первое место в турнире. За последнее время бойцовский клуб «Ахмат» воспитал немало выдающихся спортсменов, среди которых и рефери сегодняшнего турнира боец UFC Абдулкарим Эдилов. По его словам, высокие результаты, которые демонстрируют чеченские спортсмены на международных аренах, стали возможны благодаря вниманию главы Чеченской Республики. На турнире также присутствовал президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Бисмурадов. Он отметил важность популяризации детского спорта в регионе. عبيلوش بده الموضوع أخطأ ويا كيجي شادير دوين ده حال دوين ده ديت كيجي شادير دوين ده حال دوين لوردو هين بق ده بقتي نش حال بقول كيجي نش سنت إحاقوش بتي هون كتعديل ده وين يخسر результат كده خابي كيجي بيرش. Прошедшим турниром поинтересовался и глава региона Рамзан Кадыров. Ему показали видео боев участников турнира. Глава обозначил сильные и слабые стороны юных бойцов. Здесь же он и сам показал мастер-класс. Ислам Балиев, Ибрагим Налаев, Мансур Сааев. Новости.
Таким был этот день. Я желаю вам только хороших новостей. Адык Велшу.